Что делать, если вас не устраивает результат пластической операции, выполненной на территории Турции? В Турцию приезжают за красотой. И я сейчас имею в виду не только живописную природу и достопримечательности. Турция – это значимый центр эстетической хирургии в мире. И здесь есть отличные специалисты высокой квалификации, которые делают практически все. У нас очень популярна, например, манипуляция пересадки волос, а также подтяжка груди, ринопластика, липосакция и многое другое. Несмотря на профессионализм турецких врачей, не всегда такие операции проходят гладко. И если бы это было так, мы сегодня бы не разговаривали об этом. К сожалению, врачебные ошибки случаются, и здесь уже начинается работа хорошего юриста. Основатель нашего бюро, адвокат Хакан Юнчиоглу, провел собственное исследование и изучил сотни судебных решений Верховного суда Турции Яргытай, потому что ему была всегда очень интересна тема врачебных ошибок, компенсаций и вообще медицины. И он выявил такую тенденцию, что действительно турецкий суд по-разному относится к операциям по обязательным медицинским показаниям и к пластической хирургии. Если говорить даже утрированно, то суд настолько строго относится к операциям в сфере пластической хирургии, что не оставляет вообще там места случаю, случайности никакой. Поэтому можно даже так сказать, что турецкий суд больше смотрит на пластическую хирургию как на бизнес в сфере услуг, нежели как на помощь в сфере здравоохранения. Что я имею в виду? Здесь врач несет полную юридическую ответственность за полученный результат. Так как операции пластические не являются жизненно необходимыми, то тут, во-первых, врач должен полностью воплотить в жизнь все свои обещания. Во-вторых, клиент должен остаться на 100% доволен результатом. И в-третьих, побочные действия должны быть сведены к минимуму. Действительно, врачебная ошибка в этой сфере, в сфере красоты и эстетической медицины, стоит очень дорого. Поэтому, если вам предстоит операция на территории Турции, то не стесняйтесь, требуйте от врача подробных объяснений обо всех этапах, о возможных и невозможных побочных действиях, о том, какой точно будет результат. Попросите смоделировать этот результат. Просите присутствия профессионального переводчика на всех встречах со своим оперирующим врачом. Если вы не владеете, конечно, турецким на должном уровне. И если так случилось, что вы уже перенесли операцию в Турции, и вас не устраивает хотя бы в какой-то мере ее результат, то помните, что с момента проведения операции у вас есть 5 лет для того, чтобы подать иск и требовать, во-первых, компенсацию, а во-вторых, возврат полной стоимости своей операции. И у нас множество успешных кейсов у нашего бюро по этому вопросу. Действительно, эти кейсы показывают, что взыскать компенсацию и получить обратно сумму денег за неудачную операцию в полном объеме — это вполне реально в Турции. Конечно же, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, поэтому если вас беспокоит этот вопрос, вы действительно столкнулись с подобной ситуацией, то обращайтесь на консультацию к нашим специалистам. Ну и, конечно же, помните, что вы прекрасны, несмотря ни на что. Я надеюсь, что я была вам полезна и интересна. До встречи в следующих видеороликах. Всего вам доброго!